Здравствуйте, в эфире всегда. телеканала «Осетия Руштон», программа «Подробнее», в студии Алана Гадзацева. В Владикавказе сегодня собрались ведущие ученые, общественные деятели и представители интеллигенции, чтобы обсудить 190-летие осетинской гражданской кириллицы. Конференция, приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, стала площадкой для диалога о формировании национальной литературы, исторических связей с Россией и путях развития современной культуры. А в условиях современных внешнеполитических вызовов вопросы сохранения и развития родного языка приобретают особое значение. Как осетинская кириллица стала фундаментом национальной идентичности, какие этапы становления прошло осетинское языкознание и как сегодня обеспечить преемственность традиций в меняющемся мире. Об этом и многом другом поговорим с гостями нашей студии. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. Приятно видеть вас в нашей студии. Прекраснейший повод, замечательная конференция с международным, надо заметить, участием. И сегодня тема нашей встречи – это 190-летие осетинской гражданской кириллицы. Руслан Сумаевич, давайте с вас начнем. Вот на ваш взгляд, вот в истории формирования осетинского алфавита были разные этапы. Это была и церковнославянская графика, и грузинская графика, и латиница. В итоге остановились на кириллице. Как вам представляется, почему и какое значение для развития и сохранения осетинского языка имеет вот этот переход? Ну, переход – это слишком громкое слово. Я думаю, что все несколько проще и одновременно, может быть, сложнее, но, значит, все ведь происходило не единовременно. Аланское средневековое письмо на греческой графике, значит, точно не позже X века, точную дату начала установить трудно. Ну, есть основания считать, что в итоге будет 8-й где-то. Но в любом случае она связана с христианизацией. С христианизацией Алании, с выбором цивилизационным, значит, с ориентацией на Византийскую империю, на Константинополь, значит, на восточно-христианскую, или, как сейчас чаще говорят, православную, значит, культурную традицию, ну и религиозную, конечно. Это религиозный, важнейший для средневекового государства выбор. Это выбор не только государственной религии, но и, значит, выбор, на самом деле, духовного пути, выбор направления развития культуры, а значит и выбор письменности. Да, и поэтому греческая. Для Средневековья греческая, значит, центральная, главная, имперская графика, если говорить о Византии, и одновременно, значит, основа религиозных текстов, культур, там и так далее. Богослужение, в конце концов. Для богослужения греческий язык и письменность. Значит, вот этот выбор, связанный с главным направлением, значит, главным ориентиром и политическим, и культурным одновременно. И то же самое, когда, значит, после трехвекового перерыва, значит, после вот этого периода, когда выжившая часть аланов собиралась силами в горах в течение 3,5 веков, а потом выбирала дальнейшую свою судьбу и начала с идеи восстановления государства, и оказалось, что ресурсов для восстановления прежней Алании нет, и единственный, и не только возможный, но и счастливый и правильный путь – это считать Аланией своим национальным государством Российскую империю. Ну вот у них хватило на это всего. И, значит, знаний, и ума, и воли. Значит, вот они осуществили этот, значит, инициативный проект, предложив этот вариант удивившемуся российскому правительству. Российское правительство, значит, удивлялось примерно 3 года, а потом решило, что надо это делать, и еще четверть века пришлось ждать, когда международно-правовые условия для этого созреют.
И тогда, в 1974 году, и было это все оформлено в правовом смысле. Значит, сразу возникает вопрос, а что делать в школе? Это писать надо. Церковь восстановили, что делать? Значит, чиновники пришли, они не хотят иметь дело с бесписьменным народом. Значит, какую выбрать графику? Точно такой же выбор. Главный ориентир. Выбрали Россию, это наша Родина. Какую она использует письменность? Она использует кириллицу. Значит, начали с церковно-славянской. Попробовали церковно-славянскую. Значит, быстро поняли, что дело не идет, потому что этого недостаточно. Значит, нужно в школу идти. А там, значит, даже не очень хорошо подготовленный священник не сумеет детям ее навязать. А нужен обычный средний учитель. Значит, вот тогда что делать? Нужна светская, гражданская форма кириллического алфавита. Вот и создали ее. Значит, тут есть момент чуда. Он, значит, выразился в приезде одного из самых выдающихся языковедов той эпохи, значит, Андрея Михайловича Шогрина, российского академика. Значит, он был академиком экстраординарным, то есть просто членом академии. А когда он создал осетинское кириллическое письмо и написал осетинскую грамматику, он стал академиком ординарным, то есть возглавлял кафедру в академии и так далее. То есть тут же был признан, при этом сразу на европейском уровне, как один из главных лингвистов Российской империи. Был он по происхождению финном. Значит, ну и второе чудо случилось. Оно происходило, видимо, из его замечательного сердца. Он почему-то ему очень понравился народ и Осетия. Значит, он отнесся к Осетии и к осетинам так же, как он относился к родным финнам, к другим финским многочисленным народам России, которыми занимался до того, и не сумел уехать, прежде чем все устаканилось. Извините за просторечие. Пока он не убедился в том, что работает, значит, и в Владикавказском только-только открытом. Он приехал за несколько месяцев до открытия Владикавказского духовного училища, где было решено учить осетинских священников, потому что другие варианты не проходили. Потому что попытки использовать грузинскую графику и грузинских священников окончились неудачей. Осетины к этому отнеслись очень прохладно и не понимали ни одного, ни второго. Значит, и в грузинском церковном обиходе не было этих вещей. Они не привыкли переходить на другой язык, они не имели традиции перевода богослужебных текстов. Когда это стало нужно для осетин, они стали пробовать. И вот эти пробы были, уже к тому времени были пробы, поэтому все происходило практически. Я думаю, они в Владикавказе ходили и оглядывались. Тогда же в Владикавказе гражданского населения было около 2000. Несколько было грузинских, армянских и еврейских семей, а остальные примерно по 1000, 950 примерно, вот так, чуть больше, чуть меньше, составляли две половины. Осетины и русские и осетины. И вот, видимо, эта осетинская половина ходила и искала, кто бы нам пришел и нарисовал эти буквы. Значит, вот и он появился. Кто его прислал? Господь. Вот я думаю, что это чудо. Приятно, когда Да. ученые упоминают имя Господа в прямом эфире. Руслан Сулейманович затронул исторические аспекты. Анжела Федоровна, вот вас хочу с точки зрения филологии, насколько обоснованно и оправданно была именно кириллица и почему она прижилась. Вот Руслан Сулейманович также упомянул, что были неудачные попытки, которые не прижились. Но вот на ваш взгляд, почему они не прижились, почему прижилась кириллица и как это в дальнейшем повлияло, в том числе и на формирование такой общероссийской идентичности в рамках региона? Дело в том, что это вопрос совершенно не филологический. Это вопрос и политический, и историко-культурный вопрос. И мне кажется, Руслан Сулейманович в своем
замечательно вот ответе на ваш первый вопрос уже дал практически исчерпывающий ответ на этот вопрос. Почему? Ведь на самом деле были попытки создания разных алфавитов, в том числе на основе грузинской графики Хуцури. Это тексты, которые писал... Это алфавит Ивана Илгузидзе Габараева, Ахужата Иоанни. Ну, они тоже оказались безуспешными. Иван Илгузидзе практически был, видимо, не побоюсь этого слова, если скажу, был единственным человеком, который пользовался вот этой графикой и писал тексты, пользуясь этими буквами. Почему? А знаете, ответ на это дает предисловие к осетинской грамматике Шогрина. Андрей Шогрин в своем пространном предисловии пишет, что когда перед ним стал вопрос о том, какую графику положить в основу осетинской письменности, то была дилемма. Или выбрать грузинскую графику, и к его чести надо сказать, что он был абсолютно честен, абсолютно искренен, и он сказал, что по произношению осетинские буквы лучше бы ложились, осетинские звуки легче передавались бы грузинскими буквами, нужно было придумать всего лишь несколько, 2-3 дополнительных знака для звуков, которых нет в грузинском языке, или же кириллицу. И академик пишет, что, учитывая как он сказал, Руслан Сулейманович, подскажите, учитывая предрасположенность, да. Уже состоявшийся выбор, ориентацию. Да, выбор в сторону, да. Значит, те, кто работал с экспертами, которые хорошо владели и грузинским, и кириллическим, да, и русским языком, и осетинским языком, и грузинским языком. И работая с этими экспертами и общаясь с народом, он понял, в том числе грузинами, в том числе Григорием Жедовым, Чедалишвили, грузин по происхождению. Он прекрасно, абсолютно ясно понимал, как осетины представляют себе свое будущее только в составе России, российского государства, и поэтому он сделал этот выбор, совершенно правильный выбор. То есть в основу осетинской письменности нужно было положить только кириллицу. Владимир Леонидович, хочу вас включить в наш разговор, так как конференция также была приурочена к Дню славянской письменности и культуры, и совершенно смело, с учетом того, что в основе осетинского алфавита именно кириллица, можно этот праздник присвоить и осетинам, и это по определению, в том числе и наш праздник. Вот скажите, как вашими глазами сегодняшняя встреча выглядела, и какие ключевые моменты вы для себя подчеркнули, и чем делились сами? Если позволите, я добавлю для телезрителей о славянской письменности, при возникновении которой тоже очевидным образом присутствовал Господь Бог. Как выразилось, на одно не самое широко известное совпадение хочу обратить внимание. Кирилл и Мефодий, традиционная датировка, когда их моравская миссия, это на территории современной Чехии, вот они для славян создают эту азбуку, это 863 год. А в 862 году, совсем в другом месте, в Новгороде возникает древнерусское государство. Это официальная, условная, но тем не менее официальная, еще с 19 века, дата начала российской государственности. В Новгороде еще в 19 веке, в 1862 году, был поставлен памятник тысячелетия России. Это вещи совершенно никак не связаны между собой. Где-то на севере какие-то варяги, кто они такие, так мы до конца и не знаем, во всяком случае дискутируем. Скорее всего, это была какая-то многонациональная общность, профессиональные военные, так некоторые считают. В одном конце, в другом месте возникает славянская письменность. Древнерусское государство считается, что письменность приходит на Русь, поскольку государство нуждалось в письменности. Но древнерусское государство больше 100 лет просуществовало без всякой письменности. Во времена
князя Игоря, Вещего Олега, князя Игоря, Святослава, Ольги. И вот третья составляющая появляется во времена святого равноапостольного князя Владимира – христианство. И вот эти три вещи складываются – письменность, государство и христианство. И рождается та Россия, которую мы знаем, и русская литература. Рождается первый век русской литературы – это XI век только. Правда, она возникает сразу как очень литература не начинающая, не детская, а сразу с произведений высокого художественного идейного уровня, как там слово о законе и благодати митрополита Илариона, потому что за ней стояла уже почти 200-летняя традиция славянской литературы Болгарии, за ней стояла византийская традиция, и начинается, ну, по крайней мере, то, что до нас дошло в XI веке, неспроста. Веками это переписывали, сохраняли с каких-то шедевров. Да? С каких-то шедевров. Эта славянская письменность постепенно становится достоянием и других народов, населяющих России. Конечно, не только в России День славянской письменности, не только в Осетии, да, но и не только в других славянских государствах, но и во многих тюркских народах. Вы спросили о сегодняшнем дне. Сегодня прошла замечательная конференция. Да? Это мы отметили вот эту дату, 190-летие кириллической письменности в Осетии. Это наш общий праздник Осетии и России. Действительно, по многом чудесный. Ну, я бы еще продолжил про русскую литературу, но, наверное, я остановлюсь, дам возможность задать еще один вопрос. Да, у нас пока маленькая пауза на рекламу. Мы прервемся буквально на пару минут и совсем скоро продолжим наш эфир. Выездное обслуживание любых мероприятий. Свадьбы, ковд, кахс, юбилей, поминки, 40 дней, годовщина. Профессиональная команда поваров и официантов. Всегда свежие продукты, доступные цены и вежливое обслуживание. Более 20 лет работаем для вас. Быстро, качественно и вкусно. Звоните 8 918 832 90 09. Детский лечебно-диагностический центр от сети Диар Оптика предоставляет полный спектр услуг по диагностике близорукости, дальнозоркости, астигматизма и косоглазия у детей. Доверьте Диар Оптике заботу о зрении ваших детей. Сыр Биберленд. 30 лет вместе. Миру сыр. Перед тем, как дать надежду, спасти жизнь, подарить улыбку, вернуться в огонь, глоток воды, Бухардон. Вода, которую выбирают те, кто в ответе за других. Специализированный магазин «Двери» на Калинина, 81. Огромный выбор межкомнатных и входных дверей производства Белоруссии и России. Улица Калинина, 81. Телефон 91 66 24. Продолжаем наш эфир. В эфире программа «Подробнее». И сегодня говорим о 190-летии осетинского кириллического алфавита. Анжела Федоровна, давайте поговорим вот о чем. Самые разные вызовы бросает нам время. Эти вызовы касаются в том числе и осетинского языка, и литературы. И, на ваш взгляд, какие принципиальные это вызовы и как на них реагировать, как на них отвечать вот в условиях глобализации, в частности?
Главнейший из вызовов, который касается осетинского языка, это проблема сохранения языка и развития языка. Именно в контексте глобализации и урбанизации. Ответ на этот вопрос известен. Более 20 лет назад в республике указом правительства была принята концепция осетинского национального образования. Были сделаны первые шаги к возрождению осетинской национальной школы, потому что на самом высоком уровне, в самых серьезных научных организациях давным-давно сделан вывод о том, что сохранить язык можно, только если на этом языке есть образование, если это язык образования. Что язык касается обучения, математику, не в школе, язык в школе преподавать. Сколько бы ни дали вы это ему не язык, это язык обучения, это не решает. Совершенно нужно верно. Проводить уроки физкультуры и преподавать математику на языке, который вы хотите сохранить. И ничего нового в этом нет, потому что национальная школа была, у нас такая традиция была. В 50-х, 60-х годах традиция угасла, в 90-х годах мы наконец поняли, что печально известное августовское совещание 1961 года, кажется, да, когда уже все начальное образование... В 64-м году уже все, полностью уже и национальная, уже и начальная школа была переведена на русский язык обучения, и вот оттуда пошел спад осетинского языка, потому что сужались сферы его действия. В 90-х годах были приняты первые попытки возрождения осетинской школы. Вот сейчас, буквально вчера, единственная пока на территории Осетии осетинская школа Валаадской гимназии, впервые прозвучал последний звонок для выпускников 9 класса. Образование имеется в виду не только школьное, но и дошкольное. Сегодня у нас более 120 детских садов с полилингвальными группами, то есть в этих группах языком образования, обучения и воспитания является осетинский язык, а в новом учебном году еще более расширится сеть таких детских садов. Вот это, на мой взгляд, самый главный и самый больной вызов. А как вы считаете, почему сложилась такая ситуация, когда нам буквально нужно было пересобирать? Если этот опыт уже имелся в тех же до 60-х годов, почему сложилась такая обстановка, когда мы как бы заново изобретаем этот велосипед? Мы не почему изобретаем велосипед? Мы не изобретали велосипед. Основываясь на... Это уже мотоцикл. Да, значит, в 24 году, когда, значит, по настоянию министра просвещения Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Надежды Константиновны Крупской была, наконец, открыта Осетинская национальная школа, Осетины медлительны и консервативны. Значит, все было готово, но они почему-то раздумывали. Значит, это было тоже связано с тем состоянием, которое мы наблюдаем сейчас. Тоже был спад, тоже была такая как бы пересменка, тоже было непонятно, что надо делать и так далее. И Надежда Константиновна проявила волю и сказала: всем известно, что надо делать, вперед. Значит, то же самое наступило после 1964 года. 40 лет все шло нормально, потом доктринерские вот все эти вывихи, советский народ и прочее, как будто бы советскому народу не нужны его национальные части. Нужны, и сегодня ясно, что нужны. И если мы сегодня какой-то опыт на государственном, на общегосударственном российском уровне учли, то это вот этот опыт разрушительный. Поэтому у нас сегодня другие акценты. У нас сегодня во всех государственных документах четко заявлена позиция: сохраняем языки и национальные культуры. Сохраняем. Осетинская школа вовсе не означает, что все должны в Осетии учиться на осетинском языке. Или все люди, у которых предки были осетины, должны учиться. Да нет. Родной язык – это не тот язык, который
на котором говорили твои предки. И родной язык – это тот, на котором ты говоришь. Вот тот, для кого это родной, реальный родной язык, вне зависимости от национальности, он должен идти туда, где его лучше всего научат. Значит, просто этот сегмент должен быть. Чтобы язык жил, он должен быть. Вот Аланская гимназия, ну, уже есть. Уже лучше обстоят дела. Уже лучше. Конечно, значит, есть детские лучше, сады. Есть детские сады, Да. сеть детских садов. Уже родители хотят, чтобы в детских садах что-то происходило. Значит, и прочее, прочее, прочее. То есть вопрос заключается в том, что... То есть я прошу прощения. Нет, я нет, продолжаю Руслан отвечать Иванович, на да. вот этот общий вопрос. Значит, самое главное – это образование. Конечно, то, что есть телевидение, то, что есть другие средства массовой информации, то, что работают театры, там, и это все имеет колоссальное значение. Но центральным, фундаментальным является язык образования, потому что значит, язык живет и работает, когда описывает весь мир во всей его сложности. Когда в школе учат это делать. Рассказать о джазе и о космонавтике должен выпускник этой школы, если, значит, он полноценно как бы владеет языком. Для этого его надо на этом языке тренировать, учить, что вот такие Конечно. слова говорить надо, вот такие есть стереотипные выражения, если он бездарен. А если он талантливый, он сам придумает себе потом, если вы его научите. Значит, вот речь идет об этом. То И есть потом вы выпускник отвечаете- этой школы, прошу прощения, она придет к вам на телевидение и будет в состоянии написать хороший текст и выдать его в эфире на осетинском языке. Это было бы прекрасно. И Ну, так вы же это делаете. Наблюдается тенденция, ну, это мое абсолютное дилетантское суждение, но есть такая тенденция в обществе, как будто бы люди устремились к осетинскому языку. Это можно наблюдать даже на коммерческих вывесках и так далее. Вплоть до того, что придумывают осетинские названия для разных кофейных напитков. Это же наш быт, он как раз и определяет, да, какие-то То есть общественные... осетинский язык входит в моду, вы хотите сказать? Да, я Ну, именно это это- замечательно. Значит, Именно это и хочу осетинская традиция кофе, хорошо зафиксированная в осетинском языке, очень древняя. Очень старинная, насчитывает очень много веков, может быть, даже тысячелетий. И, значит, ну, в словарях это зафиксировано. По-осетински кофе – это кауа называется. Старинное ирландское название. В некоторых славянских, в том числе восточнославянских языках, оно продолжает тоже существовать. То есть это все шло параллельно. Это восточноевропейское освоение кофе происходило синхронно. И много-много веков назад. И то, что они пока пишут кофе, даже по-осетински на своих вывесках, это говорит о том, что их никто не научил этому языку. Но стремление есть, желание. Есть стремление. Завтра они Они пишут кофе. Они вдруг послушают нас и вдруг начнут что-то делать по-другому. Да. Да, ну то есть именно есть позитивная тенденция вот в этом Да. направлении. И как вам кажется, Анжела Федоровна, какие вот следующие шаги? Вот упомянули образовательную сторону, а еще? Вот смотрите, дело в том, что язык, он же живет не только в сфере образования. Осетинский у нас по Конституции, статья 15 гласит, что это государственный язык, да, наряду с русским на территории Республики Северная Осетия и Алания. Что делает государственный язык? Государственный язык, он участвует во всех сферах общественной жизни. То есть он должен выходить за пределы семьи, во-первых. Как показала практика, семья не является крепостью, которая спасает язык. Нет, в семье язык не спасается, тем более не развивается. Он должен выходить в общество. Все Вот сферы. это, кстати, очень распространенное мнение, Это что ошибочное это мнение. задача семьи. Это заблуждение. ошибочная ошибка. Это да. возможно только в традиционной Да. культуре, когда семья делает все. Кормится своим земельным участком, доит свою единственную корову, значит, транслирует ценности из поколения в поколение неизменные, и значит, обряды и ритуалы проводит тоже без всяких изменений, справляется со своим хозяйством, в том числе культурным, сама. В открытом мире, в обществе, которое модернизированном, современном, индустриальном, значит, рыночном там, и так далее, это все невозможно.
Это далекое этнографическое прошлое. Поэтому осетинскому языку нужно быть везде, в том числе в соцсетях. А в том числе должна цифровизация, которая, кстати, вот у нас и есть фонд цифрового развития осетинского языка. Ребята достаточно часто бывают у вас на телевидении, они рассказывают о том большом деле, которое они делают. А Яндекс.Переводчик заработал, да, пока худо-бедно, хромая на обе ноги. Но все мы прекрасно помним, был несколько лет назад, когда еще переводчик с русского на английский работал с грехом пополам. А сейчас, посмотрите, он прекрасно работает. Это замечательный, фундаментальный проект Шасарам Бомбир. Да. Это очень важная вещь. Да, это очень важно, да. Это не только телевидение, это не только театр, но это и спорт, и наука, и политика, и абсолютно все сферы социальной жизни. Ну вот вы подчеркнули, что осетинский язык становится модным, а вот с вашей профессиональной точки зрения, как вы это можете аргументировать? Я, как обычный простой человек, вижу вывески, слышу молодежь, которая общается в быту между собой на осетинском народном языке, а вот вы, как профессионал, какие маркеры могли бы отметить вот этой моды на осетинский язык? Почему это стало возможным, вы хотите сказать? Знаете, несколько лет назад я думаю, половина Осетии знает, кто такой Вячеслав Иванов, это автор осетинской Википедии, да? Это наш с вами земляк, который делает для пропагандирования, для развития осетинского языка очень-очень многое. Он живет в Санкт-Петербурге, и регулярно они с ребятами проводят полиглот, они проводят фестивали языков. Во всех городах, в разных странах Вячеслав Иванов обязательно среди нескольких языков, в том числе эсперанто, обязательно он представляет осетинский язык. Несколько лет назад мы провели вместе с ним первый Владикавказский фестиваль языков, пока первый, но я надеюсь, не последний. И приехал вместе с ним тоже замечательный полиглот Денис Панин, который здесь задержался на 2 или 3 недели с целью изучения осетинского языка. Увез с собой, как сказал Славик Иванов, несколько мешков литературы. Это вообще уникальные ребята, которые изучают много языков, полиглоты, да, немножко не от мира сего. Тем не менее, когда он уезжал, он сказал: я когда хожу по Владикавказу, мне хочется кричать: ребята, почему вы не боитесь за свой язык? Почему я за него боюсь, а вы не боитесь? Почему я не слышу во Владикавказе осетинской речи? Видимо, на каком-то, я не знаю, на интуитивном уровне, я не знаю, на каком, на генном, заставить нельзя. Видимо, все, что делается последние 10, 20, 15 лет в этом направлении, все-таки вирус этого страха вбросили в осетинское общество, и наиболее подвержен воздействию этого вируса оказалась молодежь, которая, может быть, она сама не осознает, но где-то глубоко она почувствовала, что это богатство, и его надо сохранять. Я с вами полностью согласна. Это буквально витает в воздухе, да. Это ощущение. Это проявляется в том, что, как вы отметили, родители хотят, чтобы ребенок пошел в садик, где говорят на осетинском языке. При этом родители могут сами не владеть языком. Допустим, предположим, допустим, боятся отдать в садик во Владикавказе, чтобы ребенок не забыл родной язык, когда начнет общаться. В Владикавказе уже есть эти группы давно, много лет. Да. Сейчас 37 сегодня во Владикавказе детских садов, где есть полилингвальные. Тут надо быть точно. Да. Они полилингвальные, двуязычные. Там есть и в программе начало английского языка, там, понятно, да, но это двуязычные группы. То есть они в равной степени владеют 2 языками. И нельзя не сказать о развитии языка в разрезе развития литературы. То есть создание литературных произведений, в том числе театральных произведений и так далее на осетинском языке. Как у нас обстоят с этим дела? Вам, литературоведы, мне кажется, лучше ответить на этот вопрос, потому что развитие литературы – это не развитие в какой-то арифметической прогрессии, нет. Видимо, там есть какая-то цикличность, есть подъемы и спады. И я скажу, видимо, не ошибусь, если я скажу, что сейчас осетинская литература испытывает некий этап спада, за которым обязательно последует подъем. Закончилась советская осетинская литература.
и начинает прорастать Да. литература новая, литература будущего. Она уже видна, значит, нет еще, значит, ну, никакого даже первоначального этапа завершенности, но, значит, первые проблески и ростки мне лично Да, совершенно видны. верно, я с вами согласна. И да. ясно совершенно, что это будет совершенно новая литература, которая будет учитывать все то, что в мировой литературе произошло и происходит, значит, сравнительно с великой, скажем, русской литературной традицией, значит, ну, я себя успокаиваю этим, значит, и русская литература тоже в последние десятилетия Испытывает некий кризис. испытывает некоторые кризисы. Не переживала большого Да. подъема. Да, Вот так ну выразимся. скажем так, да. То есть это какие-то универсальные Дипломатично. вещи. И точно так же, как на первом этапе, значит, когда наши классики выступили со своими уже готовыми, сразу написанными на хорошем литературном уровне, при этом включенными в какие-то стилевые направления там, и так далее, значит, своими произведениями. Это произошло тоже ясно почему, потому что, значит, они выросли на русско-европейской литературе. Они учились в гимназиях, в университетах, они читали на разных языках, они переводили с русского, с немецкого, чаще всего с немецкого, почему-то, значит, хотя и с французского тоже, но, значит, в этом смысле это совершенно естественный рост. И русская литература, которая на наших глазах рождает все новые, и более интересные, мне лично это тоже видно, произведения, значит, и я с удовольствием иногда, значит, ожидаю, что же завтра он напишет. Вот точно так же она подтянет за собой всех остальных, точно так же мы продолжаем быть людьми русской культуры и русской литературы, в этом нет сомнений никакого. И наши писатели, и поэты тоже это друг друга поддерживают. Ну, два имени можно назвать, которые Осетия подарила, значит, русской литературе. Это Гайто Газданов и, значит, Тимур Кибиров. И я думаю, что больше говорить не о чем. Если мы можем даже делиться, то, значит, надежда у нас все-таки есть справиться и со своей литературной традицией. Ну, раз уж мы затронули русскую литературу, Владимир Ильич, тут как раз-таки уже ваша вотчина. И давайте поговорим вот о чем. Поговорим о русской литературе и ее взаимосвязях с Кавказом, в частности. Ну, новая русская литература возникает в XVIII столетии, как бы несколько обособившись от церковной книжности в качестве самостоятельной особой сферы. В начале XIX века, когда Россия появляется на Кавказе, когда появляются не только военные, чиновники, дипломаты, а когда появляются писатели, в 10-е, 20-е годы XIX века, это пушкинское время, начало его. В это время Пушкин пишет: до сих пор философия, политика на русском языке не изъяснялись. Да. Пишет он в 20-е годы XIX века. Уже написан «Кавказский пленник», уже написан «Бахчисарайский фонтан», и художественной прозы нет. Ну, той, которая Пушкина бы устраивала. Он говорит, вот какая у нас проза лучше? Ответ: Карамзина. Это еще похвала небольшая. Почему небольшая? Потому что с точки зрения Пушкина другой прозы, заслуживающей внимания, не было. Но он ошибался, хоть он и Пушкин. Он был не совсем прав. Но действительно только в 30-х годах XIX века начинается бурное развитие художественной прозы, и публицистики, и философии на русском языке. И это совпало с тем периодом, когда Россия оказалась на Кавказе. В начале XIX века романтизм, интерес к разным народам, к разным обычаям, который до этого был, конечно, но он по-другому выглядел. И что такое другие народы,
что такое их специфика. Вот Россия, русская литература, она во многом именно на примере Кавказа познавала. Да? Так уж исторически сложилось. У нас именно в пушкинское время складывается русский литературный язык. Вот только начиная с пушкинского времени можно говорить вот так вот говорить по-русски грамотно, так неграмотно, когда там происходит социальная дифференциация. Да. В XVIII веке это было еще не совсем так. И диалектное членение, и прочее. И, допустим, поэт Державин мог говорить, когда говорил, вот так, мол, нельзя говорить по-русски, писать. Он иногда соглашался, а иногда говорил, что же вы хотите, чтобы я свою жизнь по-вашему переживал? Я как умею, так и говорю. Как умею, так и пишу. Вот и там складывается система норм. Даже существовал такой термин «Пушкин – создатель русского литературного языка». Так называлась одна работа Виктора Владимировича Виноградова, известного советского лингвиста. Ну, это, конечно, преувеличение. Один человек, даже Пушкин, не может быть создателем языка, даже литературного. Но, тем не менее, вот в пушкинскую эпоху завершился тот процесс создания литературы на живом, разговорном русском языке, который начался во времена Ломоносова, Тредьяковского, Сумарокова. Ну вот, в частности, сегодня я в докладе приводил, как много прекрасных есть русских слов. Русский язык принимает в себя все слова. Его развитию чужды тенденции языкового пуризма, что нужно очиститься, нужно что-то убрать. Он, наоборот, все в себя принимает. Да? И Пушкин в примечаниях к поэме «Кавказский пленник» пояснял для читателей своих даже такие слова, как «шашка». Шашка, папаха, аул. Это были новые непонятные слова. Да? Но никто уже сейчас шашками не рубит. Но кто не знает этих слов. Хотя вроде бы это уже даже и историзмы. Но нет, это любому говорящему, они зафиксированы в литературе. И, конечно, вот этот контакт с Кавказом, Закавказьем, он чрезвычайно обогатил русскую литературу и русский литературный язык в тот самый момент, когда он, наконец, сформировался. Спасибо большое. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и после нее продолжим наш эфир. Продолжаем наш эфир. В эфире программа «Подробнее». И сегодня говорим о 190-летии Остинской гражданской кириллицы. Руслан Сулейманович, давайте поговорим и о латинице, раз уж мы говорим о кириллице и ее для нас родстве, и ее преимуществах и так далее. Давайте поговорим и такой сравнительный некий анализ проведем. Значит, сравнивать тут нечего, потому что у кириллицы нет и не может быть соперников. Разные весовые категории. Да, это, значит, состоявшийся выбор, это фундамент, это будущее остинского письма и языка, в этом нет ни малейшего сомнения. Но список можно продолжить. Я называл греческий алфавит, можно назвать и арабский. Попытка, значит, положить остинское письмо на, значит, арабскую графику в начале 20 века тоже состоялась. Она была частная, там вышла небольшая брошюрка там и так далее, но она была. То есть у нас полный букет. У нас замечательные такие широкие значит, испробованные варианты. Значит, кириллическая победа – это победа не теории, не абстракции, это победа практики. Это на реальном, земном, человеческом и общественном уровне сделанный выбор. Поэтому он непререкаем. А избить его не удалось даже, значит, советскому государству, которое в 20-е годы, значит, начало такую наивно-утопическую кампанию по латинизации алфавитов народов СССР. Ну, до русского не добрались,
языка. Но в общем, я думаю, подошли очень близко. И если бы не дальнейшие, значит, политико-идеологические, значит, как бы решения и перемены, произошедшие в СССР, могли и русскую кириллицу попытаться. Сделать это бы не удалось ни при каких обстоятельствах, это понятно. Но, значит, дошло, я говорю это только для того, чтобы показать, до каких иногда высот может дойти вот эта агрессия культурная, это доктринерская такая идеологическая попытка, значит, начать все сначала, совершенно дикая с точки зрения состоявшихся культур, значит, но это было. И остинский язык, остинское письмо с 23-го года, с 1923 года было переведено на кириллицу, 15 лет писали, то есть не на кириллицу, на латиницу, с кириллицы, значит, и 15 лет писали латинскими буквами. Это, вот так, если совершенно точно определять, это сталинская латинизация, это, значит, кириллица, замененная на значит, попытка замены кириллицы на латиницу провалилась, естественно, и в 1938 году вернулись. Вернулись не без потерь, потому что, значит, Южную Осетию попытались отколоть и уже отринутый вроде бы в XIX веке вернуть грузинский, значит, вариант графики. И в Южной Осетии с 1938 до 1954 года писали по грузинскими буквами, в Северной Осетии русскими. Значит, можете себе представить, значит, что делалось в сфере, значит, общественно-культурной. Значит, от подпольных молодежных кружков и движений до сталинских лагерей там все происходило. И в этом смысле, значит, нет сомнения никакого, что заплачено было за возвращение еще и жизнями, и судьбами конкретных людей. Заплатили. Народ за это расплатился, за то, что он не собирается расставаться с кириллицей, за то, что он не позволяет себя дробить, значит, на уровне букв, графики и прочее, письма родного языка. Вот эти практически иногда драматические, иногда трагические события, значит, они только оттеняют верность этого выбора. Есть такая, у нас среди наших современников есть, значит, недопонимание вот это исторических каких-то обстоятельств, связанных с латиницей. За латиницу принимают кириллицу Шогрина, кириллицу, на которой писал Костахи Тагуров, потому что в ней было несколько, значит, латинских знаков. Да. Значит, в русском алфавите оказалось недостаточно для некоторых специфических звуков знаков. Значит, сейчас это диграфы, сейчас используют две кириллические буквы вместе, да, и означают они один звук. Но это в, так сказать, ну что ли, в уставе создателя письма, значит, не прописано. Это нарушение устава. Так не делается, так не должно делаться. Хотя делается, на практике делается. И вот это было сделано таким образом, значит, после латинизации. До латинизации эти звуки эти знаки латинские сохранялись. Он их взял из родного шведского, то есть не родного, значит, немецко-шведское. Он хорошо знал из немецко-шведской латиницы. И у него было два родных языка, финский и шведский. Значит, значит, использовал он и пару греческих, там, я не помню, сколько их было. Он и греческих что-то использовал, да. Греческое, да, использовал, но большая часть знаков этих, что-то он допридумывал там сам, но, значит, изменил там какие-то буквы, но какие-то буквы, не будем сейчас, значит, как сказать, эти все обстоятельства, 9 русских букв он убрал.
9, которые не соответствовали значит, Звукам звукам осетинского осетинского языка. И значит, на их место нужно было что-то, а еще нужно было добавить к ним. И, соответственно, вот это все, поэтому, когда рукопись Коста читает человек, не привыкший читать, ну, сейчас вообще это не модно читать, да, ну, значит, всегда есть надежда на то, что кто-то правильно прочтет. Он прочесть не может, а видит какие-то непонятные звуки. Он же в детский сад ходил, сейчас в детском саду учат грамоте. Вот он в школу он пропустил, это понятно, потому что начальное образование вполне достаточно для того, чтобы различить, что с чем ты имеешь дело. Значит, и вот ему кажется, что это латиница. Нет, это не латиница. Коста латиницы не писал. Шогер латиницу использовал только как инструмент, как источник для значит, развития осетинской кириллицы. Осетинской кириллицы. Значит, соответственно, значит, вот это попытки вернуться к латинизации и прочее, они настолько же наивны, насколько убыточны и порочны, потому что отвлекают людей от серьезных дел, от чтения хороших книжек, от важных научных, культурных проектов там, и прочее, прочее. Я говорю это специально, потому что знаю, что есть значит, источники, в том числе за пределами нашей великой державы, распространения вот, вброса вот такой провокационной информации. Невежественной, но, значит, тем не менее, требующей отпора. Анжела Федоровна, хотели бы как-то добавить по этой теме? По этой теме? Да. Нет, ну разве что буквально одну фразу. Я заметила, что апологеты вот этой моды на латинизацию, это обычно люди, которые мало читают на осетинском языке. И им почему-то кажется, что это будет гораздо удобнее, если осетинская письменность будет переведена на латиницу, им проще будет читать. Ну, пока они справляются с чтением только, значит, этих, как это называется, названия, так сказать, все. Меню кофеин. Да, возможно. Да, нет, на улицах есть еще, но уже российское законодательство начало эту работу, и, значит, это уже будет прорежено и отфильтровано. Да, на самом деле, в большинстве случаев это, конечно, наивно, а если смотреть глубже на эту проблему, то это вредно. Это не просто наивно, но это вредно. Угу. Ну, давайте резюмируем наш сегодняшний разговор. Он получился чрезвычайно насыщенным, информативным, интересным, где-то с приятной такой иронией доставили удовольствие и мне, и нашим зрителям. Руслан Сульманович, поговорим, подведем такую черту по поводу 190-летия осетинской гражданской кириллицы. Что это за знаковое событие для Осетии? Это важный, ну, я думаю, настоящий праздник. Мы живем в эпоху, когда проведение всевозможных фестивалей, конкурсов, слетов и прочих, значит, ни к чему не обязывающих мероприятий пытаются заместить пустоту. Пустоту. Когда нечего сказать, нужно провести фестиваль. Когда, значит, есть что сказать, проводят конференцию. Да, когда, значит, нечего сказать, то нужно значит, с как можно большей помпой там, оформить какие-то, значит, события. Так это происходит. И это не наша проблема, это проблема всего человечества, к сожалению. Это мы просто как бы в общем ряду. И вырваться из этого строя совершенно необходимо. Чем раньше, тем лучше. И, значит, мы делаем и на уровне Владикавказа, и на уровне Москвы, и Петербурга это происходит, и в Казани это пытаются сделать. То есть уходим от пустоты к содержательным, смысловым каким-то вещам. Тысячестолетие крещения Алании. Это смысловая вещь. Это то, что связывает нас и с Россией, и с миром, и, значит, с культурой. Не только с религией. Значит, 190 лет кириллицы. В прошлом году было 100 лет республики
республики, национально-государственному образованию. Значит, оно называлось тогда, когда начиналось в 1925 году иначе, но в этом есть смысл. Есть смысл обратиться к прошлому, что-то прочитать, подумать, может быть, запомнить, если повезет, когда, как это все, значит, происходило, значит, чем начиналось, как менялось, даже название. Значит, в 1994 году, принимая Конституцию, которая ныне действующая уже постсоветской эпохи, республиканскую Конституцию, мы вернулись к, скажем, к древнему названию нашей Родины – Алания. Значит, в 1994 году, значит, мы не отпраздновали 30-летие, да? Надо было. Значит, Южная Осетия, по-моему, в 2017 году конституционно ввела в Конституцию второе название государство Алания. Да? То есть, так бывает. Скажем, два конституционных названия, два официальных названия в Российской Федерации. Российская Федерация и Россия. И то официальное название. Вот это, в Южной Осетии тоже два официальных названия. Республика Южная Осетия и государство Алания. Там, и прочее. То есть это наполняет смыслом, значит, не досуг, а существование. Это разные вещи совершенно. Это делает осмысленным разговор учителя с учеником, там, профессора со студентом. Это заставляет выбирать. То пусть кто-то скажет, что мне ему это не нравится. Я спокойно отношусь, скажем, к тому, что кому-то нравится латиница. Она мне тоже нравится. Я латинский язык очень люблю. Мы его учили 2 года на историческом факультете. Значит, и никаких проблем. Я и сейчас там эти 50 или 100 выражений знаменитых латинских вам произнесу. Они помогают жить. И в этом смысле вот возвращение к таким важным датам – это, значит, повод сегодня сказать и спасибо Министерству по делам национальностей и внешних связей. Именно им пришла, значит, в умную голову счастливая вот эта мысль о том, что вот этим путем надо идти. Не фестивалить, значит, а осмысленно обсуждать свою культуру, прошлое и будущее, значит, и прочее. Выбор, который осуществил этот народ, это наши старшие, наши предки, значит, есть молодое поколение, есть дети, которые тоже получат рано или поздно эту информацию. Это вот смысл вот в этом. Я это так вижу. Спасибо большое. Мне очень понравилась ваша фраза о том, что это наполняет не досуг, а существование. Мне кажется, это такая прям знаковая, хорошая, красивая точка в завершении нашего эфира. Благодарю вас за участие, за интересную беседу. Наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире.